Сентябрь в самом разгаре, однако сезон отпусков еще не закончен. В странах, которые так любят российские туристы, бархатный сезон. Как провести из путешествия только приятные воспоминания и сувениры, а не опасные заболевания? Об этом мы поговорим сегодня со Светланой Дубановой, заместителем главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Чувашской Республики. Здравствуйте, Светлана Васильевна. Здравствуйте. Начну, пожалуй, с темы, которая не сходит с первых полос всех федеральных СМИ. Так называемая лихорадка Эбола. Говорят, опасность заразиться есть пока только в Африке. Однако такая популярная страна, как Египет, тоже в Африке. Есть ли риск для наших отдыхающих? Распространение лихорадки Эбола признано чрезвычайной ситуацией международного значения. Такого мнения пришли эксперты международного здравоохранения. В общем, лихорадка Эбола не опасна. Она на сегодня распространена только в 4 странах Африки. Это Гвинея, Нигерия, Либерия, Сьерра-Леоне. В общем, течение лихорадки Эбола очень быстрое. Инкубационный период у него от 2 до 21 дня, но в среднем 8-10 дней. Симптомы лихорадки Эбола такие, как кровотечение, головная боль, рвота кровью, боль в мышцах, кровотечение через нос, уши. Против лихорадки Эбола вакцины нет, только нужна специфическая профилактика. Но при нахождении в странах Африки нужно себя защитить, бывать меньше в тех местах, где массовое скопление людей. А так для туристов желательно не ездить в эти страны, а в другие страны Африки можно спокойно. Какие еще есть болезни, которые могут караулить туристов в жарких или, может быть, даже не жарких странах? Заболеваний, конечно, инфекционных много в других странах. Если, допустим, взять Саудовскую Аравию, то там бывает такое заболевание тяжелое, как менингококковая инфекция. Поэтому, когда собираются люди в эту страну, Саудовскую Аравию, особенно паломники типа хаджа, то обязательно сделать нужно прививку от менингококковой инфекции. Но есть и другие заболевания, допустим, если в Турцию ехать, то нужно сделать прививки против кори, эпидпаратита, ветрянки, краснухи. Страну такую, как Египет, нужно бы сделать прививки от брюшного тифа, от вирусного гепатита А, от ротавирусной инфекции. Но есть многие заболевания, от которых у нас нет прививок. Но туристы, купившие вообще билет в любую другую страну, должны пройти весь курс профилактических прививок на те инфекции, которые есть. Но если нет прививок, то желательно просто соблюдать санитарно-клинические правила. В общем, есть такие же, могут туристов ждать в других странах, в общем, жаркого климата, это такие, как паразитарные заболевания. Поэтому не следует купаться в тех местах, в открытых, особенно источниках, пресных водах. Какие еще есть способы обезопасить себя? Я думаю, привиться от всего все равно невозможно. Так как не от всех болезней еще разработаны у нас прививки, то поэтому следует обязательно, когда выезжая за границу, соблюдать правила личной гигиены. Это прежде всего не пить сырую воду, это обязательно. Есть уже только продукты, которые прошли термическую обработку. Стараться не есть в чужих странах салаты, а готовить уже нарезанные вот эти овощи, самим заправить, там стоят растительное масло и все там прочее, самим лучше заправить, сделать себе салат. Получается, чаще мыть руки с мылом причем, и причем обязательно потом протереть руки перед употреблением пищи антисептическим раствором. Вот если соблюдая эти правила, то возможность заражения минимальная получается. Ну, как говорят, все равно предупредить легче, чем лечить. Но вот если так получилось, что человек все-таки заболел, как ему себя вести и куда вообще нужно обращаться? Ну, покупая, естественно, турпутевки в турагентство, вам дают страховое свидетельство. Но когда вы пришли в отель, нужно прежде всего, когда заболели, обратиться или же в ресепшн, где вам все объяснят, или же в тот медпункт, где вам все разъяснят. Но как приезжают туристы, сразу во второй день с ними гиды проводят, в общем, собеседование, что можно в этой стране делать, что можно есть, что нельзя, от каких болезней их будут лечить бесплатно, от чего не будут лечить бесплатно. Но, естественно, когда человек долго лежит, допустим, на солнце, он перегорел, это уже бесплатно никто лечить не будет. Но если получилось так, что заболели инфекционно, лучше всего обратиться в медпункт или ресепшн.
Что вообще у туристов обязательно должно быть с собой в аптечке? Конечно, тут должно быть совершенно индивидуальный подход, потому что все люди разные, у всех различные заболевания, он сам прекрасно знает, что он употребляет, но я бы посоветовала, когда, вот, судя по себе, даже знаю, что с собой обязательно нужно брать жаропонижающие, противоаллергические препараты, активированный уголь, что я беру, антисептические влажные салфетки. Это вот одно из основных, естественно. И, естественно, бактерицидные пластыри, которые вот царапины сразу, чтобы было. Но так турагентства сразу говорят, в какую страну, какие лекарства можно завозить, какие нельзя. Это тоже есть такое. Ну что, спасибо, Светлана Васильевна, за беседу. А я напоминаю, мы беседовали с заместителем главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Чувашской Республики Светланой Дубановой. До свидания.